указ о применении специальных экономических мер в связи с действиями США и других стран. Якутяне поддерживают решение президента. Паниковать не стоит. 36 стран закрыли воздушное пространство с Россией. Узнать всю полезную информацию можно по организованным в стране и Якутии горячим линиям. Письмо к якутской интеллигенции. Общественность готовится отметить сразу две знаменательные даты. Связаны они с жизнью и трудами Алексея Колоковского. Президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с действиями США и примкнувших к ним стран. Текст указа опубликован на сайте Кремля. В преамбуле уточняется, что указ подписан в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан России и российских юридических лиц. Кроме того, перечисленные в документе меры применяются в целях защиты национальных интересов России и в соответствии с федеральными законами. Народные депутаты республики поддерживают решение Владимира Путина и призвали якутян сплотиться на фоне событий в Донбассе. Председатель постоянного комитета Госсобрания ЛТУМН по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев в своем комментарии о происходящих событиях сказал, что все действия России по проведению спецоперации согласованы законодательным органом страны. Якутянам надо поддержать решение Совета Безопасности Российской Федерации, решение президента Путина Владимира Владимировича. И, конечно, приложить все усилия, чтобы оказать помощь Донецкой национальной республике и Луганской национальной республике в случае прибытия беженцев в республику Саха-Якутия. 36 стран закрыли воздушное пространство с Россией. В основном это государства Евросоюза, а также Канада и Великобритания. Наши соотечественники, оказавшиеся на территории этих стран, сейчас переживают, что не смогут попасть на родину. Паниковать не стоит. МИД России совместно с Ростуризмом и Росавиацией работают и составляют списки граждан, которым нужно покинуть тот или иной субъект. Для обращения работает горячая линия 8 495 587 8860, а также приложение «Зарубежный помощник». Круглосуточный телефон МИДа России 8 495 695 45 45. Для якутян Министерство по внешним связям республики также подготовило горячую линию. Обращаться можно по телефону 8 800 160 59. Также специалисты рекомендуют воздержаться от поездок за границу и по возможности перенести поездку на более благоприятное время. Паниковать не стоит. Сейчас работает горячая линия по линии Министерства иностранных дел России, Ростуризма и Росавиации. И вот эти наши три ведомства, они курируют вывоз граждан, формируют списки. И после формирования списков будет составляться график вывоза наших граждан с этих территорий. Что касается якутян, на данный момент к нам Министерство по внешним связям, делам народов такой информации пока не поступало, но мы все равно мониторим ситуацию. Далее смотрите брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите ситуацию с коронавирусом в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия Александром Сергеевичем Николаевым режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции продлен в республике до 1 апреля 2022 года. При этом, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо обратить внимание на снятие ряда ограничений, установленных указом главы. Основанием для снятия этих ограничений является прежде всего та санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая характеризуется последние 3 недели в сравнении каждой из недель на территории республики. В связи с этим предлагается, указом главы республики устанавливается, что зрительные залы в театрах, кинотеатрах, домах культуры могут быть заполнены на 75%. Должны соблюдаться меры, также которые связаны с дистанцированием. В городе Якутске открываются фудкорты, аттракционы, детские игровые комнаты, также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Снимается ограничение по времени работы предприятий общественного питания. Массовые мероприятия проводятся до 75% от вместимости помещения. Допускаются они при условии допуска граждан с QR-кодами или отрицательным ПЦР. Массовые мероприятия республиканского значения согласовываются с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что данные ограничения, еще раз обращаю, делаю акцент, снятие этих ограничений, оно связано со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. За последние сутки у нас госпитализировано 63 человека, что составляет 6,9% от общего числа выявленных случаев за сутки, 912 случаев. С учетом того, что лечение в стационарах на 1 марта проходит у нас 9,6% больных, в амбулаторных условиях лечится 94%. За сутки выздоровело 450 гражданина. До 20% случаев связаны, тем не менее, со штампом Дельта, которые вызывают тяжелые формы заболевания. В связи с этим все больницы республики настроены на работу, в том числе и с тяжелыми больными. Я не устаю повторять, но все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Поэтому в республике продолжается как вакцинация, так и ревакцинация. И, соответственно, вакцинация как защита от новой коронавирусной инфекции является способом прежде всего создания коллективного иммунитета, который позволит нам иметь здоровое поколение. На настоящий момент ревакцинацию у нас прошли 143 737 человек. Это 60% от общего количества лиц, у которых наступил срок для ревакцинации. Продолжается в республике как детская вакцинация, так и вакцинация взрослого населения. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее. В Алекминске торжественно открыли год гражданских инициатив. Самые интересные идеи собрала воедино Елена Фаст. 2022 год в городе Алекминске объявлен годом гражданских инициатив. На церемонию открытия приглашены жители города, которые всегда в центре благих дел. В феврале 2022 года Общественным советом города инициировано учреждение знака «Золотые проекты Алекминска». Первые знаки торжественно вручили тем людям, которые уже реализуют проекты.